Сотрудники Россельхознадзора выехали, чтобы проверить участок Сунжи возле федеральной трассы. К ним поступило заявление о появлении непарного шелкопряда. Они за считанные дни грызут всю листву с дерева. Одна гусеница этого вредителя откладывает до 500 яиц и очень быстро размножается. Уничтожив один участок, непарный шелкопряд с легкостью перебирается на соседние поля и сады. Первым делом специалисты из Россельхознадзора проводят визуальный осмотр деревьев. Эта территория будет обследоваться выкладка яиц, паутины, гусеницы, если на данном месте. А также мы будем сейчас применять феромоновые ловушки с последующим, чтобы конкретно точно знать, есть ли на этой территории непарный шелкопряд. Но непарный шелкопряд к карантину относится, это азиатский подвид непарного шелкопряда. Непарный шелкопряд ни разу не был зарегистрирован на территории Ингушетии, но проверка не помешает. Вредителя могли завести на машине вместе с грузом из карантинной зоны соседних регионов. Чтобы удостовериться, специалисты расставляют 10 феромонных ловушек. Внутри клейкая лента. Пойманное насекомое уже точно не сможет вырваться. Она наносит вред более 300 видов растений. Основное поедает плоды, лиственные деревья, основные плодородного деревья. Через 2 недели специалисты вернутся, чтобы проверить ловушки. Если на территории подтвердится наличие шелкопряда, то на участок наложат карантин. В общем, в Ингушетии зарегистрировано 75 фитосанитарных зон с площадью в 35 гектаров. Далее сотрудники Россельхознадзора проводят мониторинг по Назрановскому району. Так, на территории 5-й школы селения Яндаре они обнаружили целый двор, усыпанный амброзией. В отношении директора этой школы выдадим предостережение, чтобы он в дальнейшем не допускал вот этого безобразия, и чтобы он его скашивал. И в последующем посмотрим. Если мы будем еще раз приедем сюда, и эта картина будет повторяться, в крайнем случае, единственный случай нам остается это написать в прокуратуру в отношении этого директора, предоставить, чтобы они приняли реагирование, прокурорское реагирование. Цветет особенно амброзия в августе и в начале сентября. Именно в этот период она выделяет больше всего пыльцы. Ее частицы поражают слизистую оболочку. Это приводит к аллергическому риниту или обострению астмы. Влияет амброзия даже на здорового человека. Многократное вдыхание пыльцы может сделать аллергиком. Амброзия является сильнейшим аллергетиком, это первое. И второе, он осушает почву. Потому что на образование 1 килограмма сухого вещества он потребляет 900 литров воды. Если амброзия растет, то возле нее какие-нибудь культурные растения расти не будут. Поэтому. И его семена сохраняют схожесть почвы до 40 лет. Поэтому с ним очень трудно бороться. Борьбу с карантинным сорняком они ведут с июля по октябрь. Удалить сорняк полностью невозможно, поэтому рекомендуется раз в 3 недели с корнем вырывать молодые побеги. Хава Гайзекова, Ахмед Карабаков, Новости 24.